Жития святых святителя Димитрия Ростовского. Месеца февруари в 27-й день. This LibriVox recording is in the public domain. Память преподобного отца нашего Прокопия Дикополита исповедника. Дикополитская страна, от 10 градов тако нарицаемая, est при море Галилейском, унеже во благовестии святого Марка воспоминается. Приде Иисус на море Галилейско, между предели Дикопольские. От тоя страны родом бе преподобный Прокопий исповедник, и же монашеское житие первое прошед, и всякое пущение известно испытав, и совершенную украсившися чистотою, нарочит бе во отцех преподобных. Егда же настаяре секуноборная, и я же изобретатель первый бе Лев и Саврянин, беззаконный царь греческий, иконы святые идолами, почитающих же и поклоняющихся им идолопоклонниками ложно нарицая, и многих от правоверных неправедно и немилостивно убиваши. Вся же прежде его бывшие православные цари и архиереи и христоименитые люди, благочестно иконное поклонение хранившие, предаваши проклятию, сам сеют всех проклятый. Тогда великий сей и непоколебимый благочестие столб и правоверие крепкий защититель ста мужественно противоретичествующих полков, воплощение Божье Слово нечестивно хулящих, и Христово по человечеству подобие на иконе изобразуемое, бесчестно отметающих, и исполняше тех студа, обличая безумное он их мудрование, и непобедимыми богодухновенными словесей побеждая, яки по очину хитрословесные их плетения растерзая, че со ради подвижен гнев звероименитого и зверонравного царя, и жаки из пустыни сшеди лев рекаши, и скийку го поглотити. Повеление му будто го яти биен бы из преподобни жестоко. Та же орудий железным и строган люто по всему телу, и в темницу мрачно и смрадно ввержен, всякое в узах бывающее злострадание великодушно претерпеваше, имея во всех страданиях своих друга и сострадалца преподобного Василия, его же в постничестве своем прежде име общника и любезного служителя. С тем по приятых многих за святые иконы ранах, узы и темничнее терпе долгое время, даже до пагубнее кончины мучителевой. Когда же той злочестивый царь временного живота в купе и вечной жизни лишися, умерший телом и душею, тогда святый Прокопий со своим сострадальцем святым Василием и со иными святыми и преподобными отцы пущен бы из тутуз и темницы на свободу, и поживе прочее жития своего время во обычных ему постнических трудах, многие на добродетель наставляя и ко спасению приводя. Даже в старости довольный ко Христу Господу отойде, зрети того уже не во образе, но во истом его лице, и прияти сугубою трудов своих мзду, яко постник, яко Христов страдалец, за икону его святую подвизавайся до крови. В той же день память преподобного отца нашего Талалея. Бе Талалей святый от киликийские страны родом, презрев же суету мира сего, прииде первые в обитель преподобного Савою священного и возлюбивший постническое в иночестве пребывание, прия на себе ангельский образ и добродетельного ради жития своего презвитерского сана сподобися. Даже по некольких летах прииде в град Сирский, Гавала нарицаемый, под митрополией Лаудикийскую бывший. От того града за 20 стадий бяше некая могила велика, и бесовское на ней капище ветху, и эллинское древнее гробище, и множество бесов там обиташи. Страшно же бе тое место всем мимоходящим. Беси бо не точи мечтаньми и привидению страшаху, но и человекоубийственно нападающие и поражающие вреждаху многие, человеки же искутей. Очасом слышав преподобный Талалей, иде там и вселися, мало водрузив кушту, и живяше Богу постническими подвизаяся трудами, и умерщвляя себе злостраданий, непрестанно днем и нощью молящися. Беси же не терпящи таковаго соседа у себе имети, собраше своя скверные полчища и страшилища, и с яростью велией устремляющиеся на него, нападаху, безчинными гласи страшащи и убийственно грузящи, и всеми своими хитрокозненными силами тщащися отгнати святаго от того места, ежаки свои истое издавна имеяху. Преподобный же Талалей крепко обозе утверждаяся, молитвою же и знамением ограждаяся крестным, стояше аки воин храбрый и непобедимый в день брани, и ругаше се немощной тех силе.
Таково с беса и брань по вся дни, а наипаче по вся нощи. Мужественный подвижник долгое время имея, наконец победи их помощью Вышнего и бежаше со студом, не могуще одолети непреодоленного война Христова. Прогнавши же бесов угодник Божий, устрои себе теснейшую келью, не по мере возраста своего, 2 лакти в высоту, в широту же лакот един, в ней же не точно стояти, но ниже сидети просто можаше. Велик боса и телом, всегда главу к коленом преклонено имееше сидящи. Таковей тесноте пребиваещо ему яко лет 10, прииде посетити его епископ Киринейски Теодорит и обретето го собираещо себе от святаго Евангелие пользу. И вопросивши епископу, кое я бы и ради вины таково избрал житие, отвеща святей. Аз многим грехом я съм повинен, и веруя, яко многие муки вечни ожидают мя, изобретох себе таковое самоизвольное узилище, да казнящи тело малым сим мучением, великих будущих мук избавлюся. И прия епископот него много и пользу. Дарува же Бог преподобному Талалею и чудотворение дар, еже исцеляти всякие болезни и недуги, не точно в человецех, но и в скотех, че со ради мнози к нему, яко ко источнику целебному прихождаху, и почерпаху здравие телесное в копеже и душевное. Ибо елени, во окрестних весех бывшие, обращаху се ко Христу Богу, и все лици в пределях Гавальского града обретаху се между християнами жителствующие идолопоклонници, их же еще тук даби множество, тие просветише се совершенно святой верою, чудеса и от святаго Талалея творимыми к познанию истины и приведении, и пособием тех новоуверовавших людей, разори преподобни капище бесовское и гробище елинское размета, и очистивши то место от древних скверн бесовских, создана нем церковь во имя всех мучеников святых, и повседневно в ней Божие славословие устрои. И поживе прочие дни своя в обычных ему подвизях, и угодив Богу в конец, представи се к нему в старости доброй. О сем преподобном святей Софроний Иерусалимский в Лимонаре пишет сице. Ава Петър, презвитер Лаврий святаго Савы, поведа нам о Аве Талалей Киликийстим, яко пребыст 60 лет в иночестем образе, никогда престая от плача, глаголаше же ко всем всегда. Яко время сие, братья, даде нам Бог на покаяние, я ще го погубим, зело за него изтязани имаме и бити. В той же ден житие преподобного отца нашего Тита, презвитера Печерского. Како открывается гнев Божий с небесе на гнев человеческий, так уж и мир Божий, превосходя всяк ум, како соблюдает сердце и разумение, реку же телу и душу человека взаискующего мир, извести нам яве от откровения своего Тита блаженней. Сей бо иночествуя в Печерском монастыре санум презвитерства почтен сей, наставлен бысть на подвиги достойней блаженства святых, случившиеся вещи сетевой. Бысть сему блаженному презвитеру Титу брат по духу, черноризец того ж монастыря, именем Евагрий, санум диакон, с ним же блаженней сей презвитер Тит имееше любовь великую и нелицемерну, яко всем дивитесь единоумию и при искреннему люблению их. Ненавидя же добра враг, и же обыча сеяти плевеля и посреди пшеницы, всея вражду между ими, и тако гневом и ненавистью помрачи их, яко и в лице не можах узрети себе, но всяко уклоняше се друг друга. Егда бойдяше един от них с кадилницею в церкви, тогда други отбегаше тимяма. А ще ли когда сей не отбеже, тогда он преминуваше го непокадив. И пребыше много время во мнозем мраце греховным, яко и приносите божествения дары, и причащате се им дерзаху, не смиривши се с собою, ниже прощение получивши врагу вооруживши их на сие. Братья же много жда и молише их да смирят се с собою, но те ниже слышите о сем хотяху. Единою же по смотрению Божию случи се сему блаженному презвитеру Титу разболети се люте и уже в нечаянии живота быти. Тогда нача плакать и горко о своем согрешении и посла к диакону Евагрию со многим умилением глаголя. Прости ме, брате, Господа ради, яко скорбихте гневом моим. Он же не точил непростино и жестокими словеса и проклинаше его. Обаче братья, видевши Тита уже умирающа, привлекоше Евагрий нуждею, да простит се с братом. Больный же того видев, абия восклонив се падениц пред ногами его, со слезами глаголя. Прости ме, Отче, и благослови. Но Евагрий, немилостив се и безчеловечен, отврати се от брата,
и лютая сия пред всеми изрече словеса. Николи же хущо с ним прощение имети, ни в сей век, ни в будущий. И то рек, изторже се от рук братия и абие падесия. Братия же хотеша оставити его и се обретоша того бездушно. И не могоше ему ни рук сугнути, ни уст затворити, ни же очей свести, аки древле умершу. Больный же презвитер сей блаженний Тит в то же время в уста, и яко николи же болев, здрав бысть. Приаубо ужас всех у таковой внезапной оного смерти, сего же скором исцелении. И начаше вопрошати исцелевшего блаженного сего презвитера, что бы сие было. Блаженний же Тит отвеща им, сказуя подробно откровенно ему вся. И когда болех, рече люте в гневе сей, видех ангелов, отступивших от мене и плачущих о погибели души моя, бесов же радующих се о гневе моем. И того ради начах молите вас, да шедше к брату прощение и спросите ми. И когда же приведосте его ко мне, я поклоних се ему, он же отврати се от мене, видях единого ангела немилостиво го держащо пламенное копие, им же удари не простивше го, и абие падесе он мертв. Мне же той ангел подаде руку и востави ми, и се здрав съм. Сице устрашени суште братия, много плакаше о умершем люте Евагрии, и погребоше го, очи и уста ему ще отверста, руце же разтяжений. Сами же начаше зело блюсти се от гнева, прощающе себе, а ще бъй кто на кого имел поречение, и помняще добре от сего наказание словеса Господня. Яко всяк гневае се на брата своего всуе, повинен е суду. Ксим же, яко Ефрем святый рече, а ще кому случит се во вражде умрети, неумолими суд обряще таковой. И бе тогда глаголът и свойственно наказаны их братьях тех, мир много любящим закон Твой, Господи. Но наипаче сам блаженний сей презвитер Тит видя, яко за взискание мира с братом обрети мир с самим Богом, им же соблюден бъйст от смерти телесния же и душевния. От толе ниже помисли гнев имети, но изкоренив го всяко, стяжани колиже отпадающу яко всей братии по Божия любов, я же есть союз совершенства, аки корен мира. Любов же от чиста сердца и совести благия, и вери нелицемерния, любов долготерпящу, милосердствующу, незавидящу и все прочие добродетели содержащу, наипаче же сия, целомудрие, почтение и моление всегдашние. Послушаше во блаженний сей презвитер Писания сего, уцеломудрите си рече и трезвите се в молитвах, прежде же всех друг ко другу любов прилежно имейте, за нелюбов покрывает множество грехов. И так усоверши при своих презвитерских жертвах и он и смысленный евангельский ответ, яко любите Бога же и ближнего, более есть всех всесужений жертв. Приобрете же и мир совершенний, яко немущтимо покровенно сушто совершенную любовью воскорбети глаголя, не есть мира в костех моих от лица грех моих. Но паче совершенний праведного сего постника мир таков бе, у нем же исполни се неложно, реченно и апостолом, нест царство Божие брашно питие, но правда и мир. Тем же с ними на небеси достойно брети се Тит преподобни упокоения, его же вожделев, потрудех богоугодних велих и многих успел Господи, и почивает телом нетленним в пещере, исполненно и святых, аки в дольнем небе. Духом же равноангелным в горное небо на вечный покой вознесен руками прежде явившихся ему ангелов. От них же там радующихся, аки убывшим иногда грешницы, ныне же светолепно покаявшимся, что слышит, то, че речено е Павлом святым у Тите апостоле, утеше нас Бог пришествием Титовым. Нам же с радующимся отвещать от тогожде Писание сице к жителям небесним лепо есть. Утешихомся о утешении вашим, лише же паче возрадувахомся о радости Титове, яко покой си духе го от всех вас. Его же святыми молитвами да сподобимся и мы, избегши гнева, прощение грехов и упокоение временно и вечное получить у Христе Иисусе Господе нашим, и же есть Бог любви мира, Ему же слава с Отцем и со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Конец житий святых месеца февруария в 27-й день. Память преподобного отца нашего Василия, сострадалца и спостника святому Прокопию Декаполиту,
Сей быйств царство льва и Саврянина иконоборца, оставив же мир, и аже в мире, быйст монах и житие иноческо добродетелно, яко же подобаше пройде. Даже егда почитание святых икон бе отвергаемо, крепко иконоборцем супротивися. Того радият бысть и много мучен, обаче не повинуся и не соизволи и еретичество, но истину проповедаше даже до смерти, имея себе пособника божественного Прокопия, строгано бейст Василий Святый, якоже и Прокопий преподобний, по всему телу и по вии, и в темницу ввержен при бейст возах време немало, донде же погибе от земли царь беззаконний. Умершо же мучителю тому, пощен бейст преподобний Василий со святым Прокопием и с прочими исповедники, и живяше в таковых же, якоже и первые постнических трудах, многие же в правоверие приводя, и на добродетельное наставляя житие. Даже по довольных летах и житии богоугодном, блаженнее его кончине пришедшей, в молитвах и благодарениях к Богу, его же из млада возлюби, вселяще се отиде. Той же день, житие и страдания святаго священномученика Протерия, патриарха Александрийского. В Александрии египетском граде Диоскору еретику престол патриаршества по представлении святаго Кирила приемшу, и весь Египет ереси своя исполнившу, бе таму презвитер благочестив и в православных догматах непреодоленний, именем Протерии, свят житием и богодухновенного разума и премудрости исполнен. Той, видя множейших в патриархово уклоняющихся ерес, едино во Христе естество бейти бледословившую, сопротивляше се им крепко словеса и непобедимыми. Патриарх же Диоскор гневаше се на него, обаче хотя его привести к своему неблагочестивому согласию, ласкаше его лесно и честью протопрезвитерства почте, но ничто же успе. Тверд бе в вере Протерий святый, яко добре научивися православие от святейшего Кирила, прежде бывшего Александрийского патриарха. По сем четвертому Вселенскому святых отец собору в Халкидоне в царство Маркияново бывшу, обличен бысть Диоскору ереси своей и при осуде извержения от патриаршего сана и от церкви отлучения, и изгнан в страну Пафлагонийскую, во град Гангрена нарицаемый, и даже по некоем времени и умре. А во Александрии на патриаршеский по Диоскоре изверженном престол избран бысть от православных архиереев и клириков и людей благочестивых святей Протерии, муж воистину таковаго сана достоин. Общий же весь Александрийский народ Диоскоровым еретичеством, яко ядом душевредним напоенни, еще же от неких еретичествующих клириков наущаемый, не соизволяше Протериеву поставлению. Егда святый Протерий от правоверных поставлен бей в патриарх, прия свой престол и правоверие на Халкидонском соборе святыми отцы утверждено и нача прославляти, сотвори се в народе молва и метеж. Неци бо от клириков, в них же бяху начальнейши Тимотей презвитер, прозываемый Елюр, и Петър Монгос, диакон, оба Диоскором посвящени того исполнени ереси, ти и с прочими отлучише се от церковного собора, нехотящи общение имети со святым Протерием, и творяху в народе раскол, на молву подвизающте. И быст раздор Александрийской церкви велии, ово им сега новопоставленного патриарха держащимся и православно и мудрствующим, ово им же Диоскора пак и хотящим и проклинающим догматы Халкидонского собора, крамолящим се же и бран творящим друг со другом и на патриарха дерзающим. Вопияху бо несмыслени метежници на святаго Протерия, прелюбодея его нарицающте, понеже живо сущу, ащи в заточении архиерею Диоскору, прия его невесту святую церков, ще же и еретика бейти Протерия глаголаху и патриаршеского сана недостойна. Многие обо Протерию святому от мятежного еретического народа беды терпящу и убийственных рук боящуся, нужда ему бе воинские требовать и стражи в защищение здравия своего. Обаче всегда бе в страсе, чая народного нападения, понеже и на претороначальников своих уже в устаху, и на царское еже во граде воинство устремляхуся. В то время Антипат от Тиваиды его град смирить ими теж пришедшу, народе каменем навшедших с ним войну в метаху. Ти же народное восстание видевши, текоше в храм, глаголимый Сирапидис, и в нем затворишася. Народи же текше обступише храм той, и вземше го огнем всех войнов живых сожгоша. Слышав же о том, благочестивый царь Маркиян разгнева се зело и посла множейшую воинскую силу,
смири граждани народ, отемши градо пшеницу и жито от египетских градов и пределов в Александрию кораблями приносимая, повелев та не к тому в Александрию, но в Пилусию, а оттуда в Царьград приносите. Ще же отя у Александрян и народния бани, и най-некая угодия, и всякую свободу, и позорище обычное им возбрани. Очесом стуживши граждане, а наипаче скудости ради хлеба гладом бывши обяти, смирише ся, и молише святейшего патриарха Протерия да идет и умолит у них царя. Святейший же шед быст к царю ходатый ограде своем, и на милост преклонив царя, вся просимая получи. Первая бо свобода граду дарувася, и хлеб возвращен бысть. И поживе святитель Божий некое лето на престоле своем в мире. Тимотея же и Люра, покаятися не хотевша, его сковники предаде извержению. Посем представи си благочестивый царь Маркиян, и пак и раскольницы еретичествующие вознесоше рок свой, и народ несмысленный на молву и метеж подвизати на чаша, и не присташа донде же совершише злобу свою беззаконнии. Тимотей бо Илюр пронырили всей, лукавец и волхв, египетских монахов в монастырях и в отчелничестве жительствовавших хитро обольсти сеце. Нощ безлунную усмотрев и темным одеянием покрився, обойде келии монашеские, кой гожду по имени призывая. Егда кижду их отвещавая, вопрошаше, кто есть и чесо требует. Глаголаше он, аз я съм един от служебних духов, послан от Бога, да не имате общение с Протерием, и собора Халкидонска го да не приемлете. Тимотея же Елюра епископа Александрии поставите. Тако хитрый льстец бесу ему помогающу волшебно обольсти их. Ти же не разумевше вражие коварства, яше веру лже, аки истины, и друг другу явление той ангельское сказующе, согласише се и собраше се в сон вели. Советувавше же и доше в Александрию, аки на брань, ярости удейшуще на неповинного православного Божия архиерея Протерия, хотя ще изгнать его от церкви. В то время Тимотей в Александрии овие лесно наущая, овие же мздою тайно наемля, собра себе полк мятежников вели, и усмотрев удобное время, и когда Дионисий Антипат не бе в ограде, но в вышней Египта стране медлеше, пойде в церковь со многою силою народа и с вооруженным на то наятым воинством, и с пришедшими к нему инуки, имей с собою неких двух епископов, по правилам изверженных зловерия их ради, також да и клириков за вину отлученных. И посвети се изверженными епископами в архиерейство, и патриарх Александрийский наречеся, не боящийся правил церковных, ни законов царских, ни же коего чающий суда, всю бу надежду свою возложив в народе мятежном и во множестве инуков прельщенных. Святейший же патриарх Протерий, видя таковой мятеж, и ни от кого же помощи и заступления мои, несущу в ограде Антипату, умысли бежати, и утаився от всех нощью из града изыде. Почивши же ему негде вместе с укровенным, яви се в видении святый пророк Исаия глаголя: «Возврати се в оград, аз бо жду пояти тя». То видение святейший Протерий рассмотрев и мученическую кончину себе быть познав, возвратися и во крестилницу церковную в Ниде. Дышущие же убийство мятежницы, ищущие всюду Протерия, уведавши, яко в крестилнице есть, первее затворише его таму, таже вшедше к нему прельщенни Тимотеем немилостивно убиша, избоче его жезлами тростными в руках носимыми, остро и железо на концах имущими. Убише же и бывших при нем 6 человек, и пролияше кровь неповинную в то время, когда Пасха наша Христос за ней заклан бысть. Бебо ден великие субботы, и когда то лютое убийство совершися. Недовольно же бе то убийцем, но не насытившиеся неповинния крови множее простроше свою лютость, ибо мертвое святаго Протерия тело занози оцепивши, влекоше с народом на средину града, бьюще чим-либо, и на части одесая го раздробляюще. А еже безчеловечные, неци от великие ярости зубами, аки пси и звери плоти го трзаху, таже возгнеще огън вели, сожгоше в пепел, и прах на воздух разметаше. И ще же повелением беззаконного патриарха своего Тимотея и престол патриарши на нем же святей Протерий седяше сожгоша, аки бе осквернени Протерием, сами суште скверни нечестиви, святаго угодника Божия скверним творяху.
По таковом лютом убиении протерия Святаго, псевдопатриарх Тимотей Елюр посла войни своя во вся града египетския, изгнати православни архиереи, а вместо тех иные их же сам постави посадити. Тогда озлоблени епископи и клирици, и все же бяха правоверни, писаша слезное моление к благочестивому царю Льву, по Маркиане наставшему, и к святейшему Анатолию, патриарху цареградскому, возвещающе все бывшие, и моляще избавите церковь Александрийскую от таковаго мучительства. Цар же и патриарх сожалеше зело о убиении неповинном и бесчеловечном великого архиерея Божия Протерия. Я бе послав цар сановники своя с силою воинскую, казни от народа бывших мятежников, ових усечением рук, ових урезанием языка, иных узами и темницами, иных же ранами и изгнанием. А Тимотея Елюра псевдопатриарха с его епископа и клирики духовному суду остави. Православными у архиерей сужден бе в Тимотей прям мзду по делом своим, не точу архиерейство, но и християнство отчужден, на заточение в Гангрийский град, и даже и учитель годию скоро скончася послан бысть. А вместо его другий Тимотей, прозываемый Солофокиол, муж правоверен и премудр, и добронравие ради своего всем любезен, на патриаршество Александрийское бысть возведен, и приамири тишину Христова в Александрии церковь, православно славящей Отца, и Сына, и Святаго Духа, единого в Троице Бога, Ему же слава во веки. Аминь. В той же ден память святаго мученика Нестора, епископа Магидийского в царство Дикеево и ренархом князем Ятего от Егемона же Публия, в Пергии Памфилийстве по мукам на кресте распятого, и святых преподобных жен Марины и Киры, в Берии граде Сирстем, в некоем вертепе затворившихся и железо тяжкое на себе возложивших, 42 лета препроводивших в пущении велицим. Конець житий святих месяця февруаря в 28-й день. Життя святих святителя Димитрія Ростовського. Месяця февруаря в 29-й день. This LibriVox recording is in the public domain. Память преподобного отца нашего Кассиана Римлянина. Сей бяше от Рима, родителей славных и светлых сын. От начала же жития своего велие имееше усердие к любомудрию и божественным книгам. Прилежным обо своим чтанием, естественную ума остротою, пройде первое эллинское всякое учение о философии и звездозаконии, даже божественного писания таинства опасно исследовав, уведа в конец, и бысть премудр зело, многие в разуме превосходяй. К всему же и житие свое украшаше девством, чистотою, благонравием и всякими добрыми делами. Оставив же отечество свое, прииде в Царьград ко святому Иоанну Златоусту, и от него на большее любомудрие и добродетель поучився, пойде в скит, и в едином от тамошних монастыря облегчуся в иноческий образ, вдаде себе послушанию, и всему монастырскому труду, навыкая жестокому в иноческих подвизях и почтениях житию. От многого же послушания в крайнее рассуждение пришед, удалися в пустынное место на безмолвие, и прибыйств в учелничестве время немало, обучаяся в проразумении искушений и изнуряя себя всякими труды. Даже от святых отец большую себе пользу собрать его схотев, и зайде от пустынного безмолвия, и пройде вся монастырия же в Египте, и Тиваиде, и горе Нитристей, в Осии же Понте и Каппадокии. И собрав оттуда многих великих отец святых жития и образы и постнического пребывания и обучения иноческого совершенного, созда два монастыря в Массилии, мужеский и женский. И написал поучительных словес книги, исполнение всякого опаства и премудрости и пользы, еже всяк чтяй с усмотрением и прилежанием вели успех души своей обрящет и познает, каков бе житием и разумом книг тех написатель. И ще же и против Нестора писа Кассиан преподобный в воплощении Божие Слово от пречистия Девы Богородицы, и уже православно прославляя, рощемося от нея Богу угоди совершенно. Так чудний сей муж пожив лета довольно, и многою иночествующим пользу в писаниях своих оставив, к вечным обителям прейде.
той же ден памет преподобного отца нашего Йоанна, нареченого Варсонофия. Йоанн преподобний родом бе палестинянин, кръсти си же сей лет 18 и прия на ся иночески образ и постническому обучи си житию. Таже за много его добродетель поставлен бе архиепископ в Дамасце. И пребыв малое некое время в архиерейском чине, и рассмотрев, яко погубимо нашеского жития пользу, остави епископию и утаився всех, и зайде оттуду, и приде в Александрию, преименовав себе Варсонофием, да никему ведани познан будет. От Александрии же в Нитрийскую гору пойде, яко един от сирот убогих, и поклони се игумену просящи, да приемете го в послужение старцем. Он же прием даде ему монашеское одеяние, и служаше той братьям по вся дни, а в нощи без сна на молитве пребываше. Поутрени же взимая от всех келий тыкви, курчаги, идяше к реце, и почерпши воду принушаше, и поставляше сосуд при келии кой гожду старца. Беже таму един монах несовершен умом, той много пакости творяше святому, укоризненими прозвищами нарицая го и помоями обливая. Еще же от наущение дяволя проверте стену келии го, и изпущаше водни изход в рогозину его, и бяше всегда смердя. То уведев игумен призвал на го брата и хоте наказати его. Варсонофий же падна нози игумену, слезами та омакаше, вино на себе возлега и глаголя. Аз въпреки творю брату и на гнев го подвизаю. Прости убо ему Господа ради. И тако избави брата оного от казни. Посему веден бейст от преподобного Теодора Нитрийского и остави в гору, бежа во Египет, и таму прия дар прозорливства, яко и помисли человеческие ведати. Свободи же церков от еретиков и многие душеполезные книги написав, успе с миром у Господе нашим Иисусе Христе, и може с Отцем и Святым Духом честь и слава во веки. Амин. Конец житий святых месеца февруария во 29-ти день. Конец книги житий святых на месец февруарий.